мероприятия. Ну, подтверждений тому достаточно много, когда просто мне, как уполномоченному, приходят просто такие письма, что ни с одним законом и даже с подзаконными актами, которые изданы в конкретном муниципальном образовании, они, в общем-то, не являются. Было предложено ввести персональную ответственность. Персональная ответственность, ну, у нас в основном на исполнение приходит вход каких-то государственных структур, то он исполняется очень быстро. Если исполнительный лист получен, так сказать, коммерческой структурой, либо индивидуальным предпринимателем, и он его отдает на исполнение, так сказать, государственный орган судебным приставом, то он может исполняться просто годами, а может быть просто месяцами. Вот это единственная проблема была с государственной структурой. Все остальные проблемы были связаны только с муниципальным образованием. Вот. Поэтому я повторюсь, народ в зале попросил ввести персональную ответственность работников муниципальных образований за создание административных барьеров, за наличие обоснованных жалоб субъектов предпринимательства в конкретном муниципальном образовании. Про аттестацию мы сказали. Про нелегальный бизнес. У нас ни от одного предпринимателя тоже прозвучало в зале, что в республике сплошь и рядом существует нелегальный бизнес. Никто с этим не борется. Полиция как-то эти вещи обходит, а других органов власти, которые могут, так сказать, каким-то образом пресечь все это дело, вроде как у нас нет. Хотя та же Ижма, приезжие предприниматели без всякой регистрации, без всяких разрешений на то торгуют где попало, и на проезжей части, и на тротуарах, и на площади перед той же администрацией. И, в общем-то, это земельный контроль у нас, так сказать, полномочия муниципального образования. Никто за этим не следит. Полиция обходит там 3 штрафа. Они прошлый год 3 штрафа по 500 рублей вынесли. Потери, в общем-то, несет легальный бизнес, который работает на территории того же там Нижинского, Усть-Вынского. Да, это можно все близлежащие районы перечислить. Туда, так сказать, заезжие варяги приезжают, без всяких на то разрешений, мы не знаем ни качества товара, который они реализуют, да и вообще зарегистрировали они в качестве предпринимателей, творят где-то вообще на улице. Понятно, это неравная конкуренция, от которой страдают наши местные предприниматели. Ну и есть такой факт, когда я тоже считаю, что он относится к административным барьерам, когда предприниматель из Удары сказал, что у нас таксисты в Ударе не могут зарегистрировать, застраховать транспортное средство, имея статус таксиста, потому что нас никто не страхует. И получается, что предприниматели из Удары, имея легальный статус таксиста, легальный, страхуют свою ответственность в Кирове. Включая в Кирове, но только в Кирове никто не может застраховать. У нас ни одна структура не берет на страховку. Ну и в заключение, наверное, я скажу, что тоже в унисон первой секции, но участники нашей панельной дискуссии сказали в один голос, что надо поднимать статус предпринимателя, надо поднимать имидж предпринимателя в республике, надо об этом везде говорить, что мы люди, что мы несем тоже ответственность перед обществом. Нас в республике, как мы уже эту цифру слышали, чуть ли не каждый 4-й, так или иначе, причастен к этому делу, поэтому нас надо просто поддержать. Такие случаи, когда, слушай, Вася, ты там сходи, давай, займись, делай, я тебе потом там выпишу, сейчас вот времени нет, или кто-то там в отпуск ушел, ты давай делай, мы потом все сделаем. Коллеги, может быть, это, конечно, сейчас прозвучит не очень законно, но я всех предупреждаю, если вы рот свой открыли, кому-то что-то пообещали, и не дай Бог, это не выполнили, я вас на запчасти разберу.
Понятно, да? Это касается всех. Просто имейте в виду. Потому что вот сейчас утром на пленарном совещании выступал представитель из Финляндии, он сказал правильные слова: доверие. Если мы сформируем с вами сегодня доверие друг к другу, то ничего хорошего в нашей жизни не произойдет. Как бы мы ни старались сформировать механизмы, как бы мы ни старались с вами формировать условия определенные и так далее. Понимаете? Банки будут выставлять все больше требований, залоги, в личных поручительствах и так далее и тому подобное. Может быть, перейдем к слишком маленьким процентам, но, как говорил представитель из-за рубежа, взять этот кредит будет невозможно. А когда будет доверие и когда будем знать друг друга, в хорошем смысле, подчеркиваю, это не сигнал правоохранительным органам, что здесь какая-то, знаете, такая среда организовывается, а именно доверие, понимаете, в первую очередь. Вот тогда у нас многие вещи просто будут, условно говоря, набирать сами собой, и они просто будут не нужны. Что касается административных барьеров, они все выдуманы. Сегодня все правила, по сути дела, уже разработаны и существуют. Другой вопрос, как субъективно тот или иной чиновник применяет те или иные правила. Что пытается в этих правилах найти, какую заковыку, условно говоря, поставить, либо подножку, либо запятую в том или ином документе, чтобы очередной раз показать либо свою большую важность, либо очередное какое-то, знаете, предложение, от которого, к сожалению, некоторые не могут отказаться. Так вот, коллеги, еще раз, чтобы вы все понимали, решением президента я отвечаю за противодействие коррупции в регионе, как глава субъекта. Поэтому уже примеры вы видели, да, когда я отправляю в отставки с формулировкой за недоверие и за утрату доверия. Поэтому имейте в виду, каждый пройдет через это горнило. По сути дела, у каждого будет испытательный срок. А то, что вы говорили, что должны быть конкретные ориентиры, конкретные, по сути дела, там, задания на определенный период времени и достижение определенных показателей, так вот это как раз и есть та самая история, когда через определенный промежуток времени каждому предъявляется соответствующая претензия. Или каждого, условно говоря, по результатам достигнутым определенным образом хвалят. Вот я, знаете, честно говоря, не могу понять. Ничего, что я отвлекаюсь, да? Просто мне хотелось бы поделиться с вами каким вот своим ощущением, работая. Я вот никак не могу понять. Мы же, там, в большей степени филонгорский народ. Живем, видим своих братьев, там, в Мордовии, Мариэл и так далее. Можно задать вопрос? А как на стимулирование в виде грантов из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства мы получили меньше всего в Российской Федерации? Можно спросить. Именно на микро кредитовать, именно на микро наши предприятия. 1,3 миллиона. К примеру, знаете, сколько получила Мордовия? Лучше вам не говорить, сейчас с завистью умрете. Я вам могу сказать, вот та же Кишкарова. Работали, нарабатывали, создавали, привлекали, вкладывали, сделали определенный задел. В этом году получили 1,5 миллиарда на субсидирование процентных ставок с федерального бюджета. Знаете, сколько мы получили? 511 тысяч. Смешно? А мне грустно, мне плакать хочется. Поэтому я, коллеги и муниципальные, и региональные, сделаю выводы соответствующие по итогам формирования Кабинета министров, который будет сформирован буквально через несколько дней. Я дам свою оценку вашей деятельности. Уверяю, что такие деятели, как вы, точно не нужны республике. Потому что республика ожидает других результатов. И чтобы каждый день формировались предпосылки, заделы, чтобы мы были эффективными, и чтобы когда рассматривался на федеральном уровне, извините за выражение, а кому оказать помощь эффективно, чтобы ИКОМИ стояла в числе первых, претендуя на соответствующую поддержку. Вот так, коллеги, надо работать. Такую вещь сказать, что у нас на панельной дискуссии был Демятко Игорь, да, это Россия, Северо-Запад, и они озвучили такую вещь, что у них есть атлас муниципальных практик, лучших муниципальных практик, да, что не надо ничего выдумывать, сегодня все есть. И они предложили выбрать несколько муниципалитетов и выбрать несколько практик. Да? То есть они готовы этим делом заняться и сделать в виде пилотных вот таких вещей у нас в нашем субъекте по внедрению каких-то вот сокращений барьеров, реальные вещи. Мы вчера разговаривали на эту тему, и как раз у нас состоялась такая обстоятельная беседа с руководителями представительства России в Санкт-Петербурге. Я могу сказать, что уже позитивно, что
само представительство переехало на площадку представительства Республики Коми в Санкт-Петербурге. Знаете, да, об этом? То есть уже ОСИ приехала в Коми, уже первый шаг, так сказать, сделал. Поэтому те практики, которые есть, мы тоже договорились, что коллеги нам передадут. Мы сделаем такую карту чувствительности по муниципальному образованию в республике. Посмотрим соответствующим образом, что в конечном итоге нам нужно сделать, что, по сути дела, поменять, и какие, по сути, практики должны быть все в первую очередь внедрены. Выберем несколько территорий, безусловно, и, понятно, постараемся до конца года максимально заполнить такими, по сути дела, истинными механизмами все муниципальные образования. Поэтому, коллеги муниципалы, прошу вас, готовьтесь активно к этой работе. Времени спать не будет однозначно. Я также добавлю, что помимо того, что вы сейчас рассказали, часть вопросов, которые были доработаны до нашего форума, вы также передали в оргкомитет. Поэтому все это пойдет в результативную часть. Теперь мы продолжаем, Сергей Анатольевич. И слово хотел бы передать Куликову Надежде Владимировне, тем более она уже стоит на сцене. Мы поговорим о том, что же у нас произошло и происходило на секции молодежного предпринимательства и подсекции норильских профессионалов. На секции молодежного предпринимательства и норильских профессионалов происходила, пожалуй, очень оживленная дискуссия, очень продуктивная дискуссия. И эти две секции, они, пожалуй, можно уже признать, что продемонстрировали ту же настроенность и устремленность, что и предыдущие, о которых нам доложили. И можно так сказать, что эта секция сдвоенная была, она проходила в двух аудиториях. Естественно, народу было тоже много, и можно сказать, что она проходила под девизом: первое – это молодежь движитель инновационного развития и опора будущей экономики. И второе – это кадры решают все, и необходимо развивать кадровый потенциал Республики Коми. Знаете, что проходит КРФА, поэтому предложение включить в работу молодежного образовательного форума «Инноватика» КРФА 2016 секции по молодежному предпринимательству, по вопросам подготовки кадров и создание школы будущих предпринимателей для старшеклассников с проектной направленностью их работы и с интеграцией в систему наставничества, менторства со стороны молодых и ведущих действующих предпринимателей. Причем старшеклассники из муниципальных образований Республики Коми. Организовать посессионное обучение в каникулярное время. Следующее – это внедрение школ наставничества и менторства на базе бизнес-инкубатора Республики Коми. Третье – формирование постоянно действующего корпуса экспертов, консультантов и менторов для сопровождения молодежных предпринимательских проектов с возможностью постоянного повышения квалификации, в том числе преподавательско-тренерских квалификаций. И, естественно, создание определенной инфраструктуры, которая объединяла бы все институты образовательные, которые занимаются подготовкой молодых предпринимателей. Создание инновационно-образовательного кластера, которое бы объединило широкий круг участников от образовательных организаций до сети работодателей, такую широкую сеть выгодоприобретателей, проектно-ориентированных. Следующее – создание единой службы поддержки и сопровождения развития молодежного предпринимательства, начиная с обучения и завершая подготовкой документов для получения государственной поддержки для развития бизнеса. То есть это служба, которая должна работать как акселератор молодежных проектов. Дальше. Формирование региональной инфраструктуры поддержки молодежных стартапов, венчурных проектов и поддержки молодежных инновационных проектов команд. Ну, далее, я думаю, Виктор Филипчук нам остальную часть своей площадки он расскажет. Далее. Создание, развитие системы дуального образования, дополнение существующих образовательных программ среднего профессионального высшего образования дисциплинами по организации бизнеса на практике. Повышение информированности работодателей, прежде всего предпринимателей, о практике применения профессиональных стандартов, механизмов независимой оценки и эффектов ее применения. Для этого необходимо создать единую информационную платформу, по сути, сеть порталов различных направленностей, а самое главное – это создание институтов, центров независимой оценки квалификации на территории Республики Коми.
это активизация взаимодействия образовательных организаций Республики Коми при реализации образовательных программ с работодателями и профессиональным сообществом для повышения качества подготовки выпускников в системе профессионального образования и развития наставничества, для чего необходимо создать единый центр профориентации. Были и такие предложения конкретные, как организация сбора, изучения, распространения исторических данных по истории развития предпринимательства в Республике Коми. Здесь было очень хорошо развито земство, сейчас эти механизмы востребованы, и для местных сообществ, для каждого муниципального образования это очень актуально. И отсюда предложение провести конкурс «История предпринимательства в Республике Коми», для того, чтобы как-то выйти на понимание своего лица. И еще предложение по привлечению дополнительного финансирования из республиканского бюджета для привлечения средств федерального бюджета. Речь идет о повышении объемов субсидирования молодежного предпринимательства, особенно в таких сферах, как инновации молодежные. И самое главное, пожалуй, эффект, который произошел на этой секции, это эффект интеграции и готовности сообщества работать. А главное, ответственности за свои слова. То есть далее подразумевается уже непосредственно самостоятельное развитию вот этого направления. Таким образом, и развитие молодежного предпринимательства, и повышение качества кадрового потенциала Республики Коми здесь окажется в добрых и уверенных руках. Но самое главное, что каждый из участников, из экспертов произносил, это необходимость интеграции вот этих институтов развития, которые отвечают за все эти вопросы. Надеюсь, что такая инфраструктура будет создана, потому что это основа в целом региональной инфраструктуры. И путь инфраструктурного, кластерного развития – это сейчас тот путь, который способен вывести регион на новые высоты в достаточно кратчайшие сроки. Спасибо. Конечно, для нас крайне важен кластерный подход. Я могу сказать, что это не новая история. Она, по сути дела, дает очень позитивные результаты в целом в мире. Вот, я сам в свое время когда-то занимался вопросами формирования особых экономических зон. Знаю, как это длилось долго, как мы с Минфином воевали, как мы доказывали там, мультипликативный эффект внедрения этой истории. Ну, вот, депутаты знают, какая была конкретная борьба в этом плане. 6 лет мы бились за это. Я считаю, что все-таки правда восторжествовала. Опыт, который был в мире накоплен, все-таки дал конечный, подтверждающий экспертный, так сказать, результат, и у нас был такой закон принят. Хочу сказать, что, конечно, в этой ситуации кластерный подход – это некий элемент, связанный с большим увлечением, по сути дела, всех заинтересованных в формировании конечного результата. И здесь я могу сказать, что мы, конечно, начинать эту работу, ну, если хотите, с ясельной группы в садике, когда человека определяют с точки зрения всех его психологических особенностей, всех, так сказать, пристрастий в детском возрасте, и дальше уже его выстраивает путь до реализации и устремления, по сути дела, в выборе жизненной позиции. То, что мы идем в этом направлении, безусловно, для нас один из элементов развития, и это главная задача, особенно я хочу сказать, что мы сейчас это видим очень хорошо в нефтегазовой отрасли, мы это видим в лесоперерабатывающей отрасли, в строительной отрасли, мы, конечно, это видим в отрасли сельского хозяйства. Для нас это крайне важно, что каждый человек, живущий на селе, может быть задействован. По сути дела, здесь должна быть создана определенная база, которая, к сожалению, наверное, по объективным причинам, может быть, субъективным причинам не создавалась. И, конечно, для меня очень важно, чтобы в этой большой истории, конечно, участвовали наши серьезные образовательные учреждения. Мы сегодня бьемся над тем, чтобы у нас была создана система опорных вузов, и для этого мы все делаем. Это и классический вуз, и технический вуз. Конечно, у нас есть и лесотехническая академия, конечно, у нас есть Академия государственной службы. Это тоже достаточно серьезные площадки, это ресурсные центры. И в этой части мы, безусловно, на них будем делать упор, ставку и развивать соответствующую, конечно, квалификацию и повышение квалификации. Что касается молодежи, вы абсолютно правильно отметили, и уже тут такое делали, такое замечание делали, что, конечно, когда человек молодой, когда он инновационный, он стремится, он хочет выбиться в жизни, показать, у него, конечно, в этой ситуации не на кого опираться, ему надо помогать.
когда человек уже оброс связями, у него уже есть определенное состояние в жизни, определенный социальный статус, уже меньше человек, так сказать, способен, наверное, в наших условиях на инновационные какие-то вещи. Хотя могу ошибаться, знаю ряд примеров, когда люди и в 70 лет, и в 80 лет создают определенные, так сказать, ноу-хау и их успешно реализуют. Поэтому здесь, конечно, все зависит от самого человека, от его жизненной позиции, как он стремится реализовать себя и свои замыслы. Но еще раз подчеркиваю, что все, что вы будете предлагать, все, что будет полезно для развития территории, всегда найдет поддержку, всегда найдет, по сути дела, сопровождение, если хотите, персональное сопровождение в реализации тех или иных направлений. Я вас просто призываю, чтобы вы были более активны, чтобы вы больше формировали инициатив, предложений, может быть, нестандартных. Если кто-то не понимает в этой ситуации, или у кого-то не хватает, извините, мозгов, ну давайте вместе объясним, чтобы эти мозги, по сути дела, заработали в нужном направлении. Если уж совсем будет клиника, ну извините, тогда поменяем просто людей, наберем новых. В частности, вы знаете, мы сейчас формируем молодежное правительство, оно заработает уже ближе к сентябрю. Я просто вас тоже приглашаю активно поучаствовать в этом процессе. И, конечно, ваше предложение, ваше видение, ваша реакция, и в том числе и экспертная оценка на многие вещи, которые мы делаем, для нас очень важно. Поэтому спасибо за такой подход, он очень такой действительно, вот ничего не выбросить, ничего не добавить, правда. Мне очень приятно, и молодцы, поддерживают. Инновации и предпринимательства, который вел Виктор Владимирович Филипчук, пожалуйста. Спасибо. Ну, знаете, я немножко нетрадиционно вышел, как предыдущие передо мной руководители, модераторы секции. Я, уважаемый Сергей Анатольевич, разрешите вам вручить инновационный атлас проектов Фонда содействия развитию малых и средних предприятий в научно-технической сфере. В этом атласе за 20 лет все профинансированные на территории Российской Федерации предприятия. Здесь есть и Республика Коми. Хочу дополнить, их выпущено по количеству регионов и федеральных министерств. Поэтому больше нигде нет, как у одного-два максимум может быть до региона. Все. Поэтому это настольная книга губернатора, как сказал Сергей Геннадьевич Поляков, руководитель фонда. Там есть не одна страничка. Ну, давайте... Это обнадеживает, на самом деле. Спасибо. Ну, давайте так. Сегодня я уже не один раз слышал про фонд Бортника. Я скажу, что являюсь представителем этой структуры на территории Республики Коми. Прежде всего, инновации всегда вопрос от новых. На самом деле, все те секции, в которых участвовали все, везде инновации есть. Каждый из вас этим пользуется. Не все понимают. Сегодня один из предпринимателей, может, будущих предпринимателей, задал вопрос с точки зрения, как же дикорозы, разве это инкубатор? Ну и центр социальной сферы Республики Коми. Вы поймите, без каких-либо новых методик обучения, мы не можем заявку заполнить такую при заполнении несколько месяцев. Это правда. Пятое. При поддержке Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства создать в Республике Коми региональные центры, ну, РИЦ, коротко говорится, или центры поддержки предпринимательства, включив их в качестве необходимых элементов в концептуальную инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса. Основными задачами которых будет являться продвижение продукции или услуг малого и среднего предпринимательства на межрегиональном и международном уровне. Но вот подобные инфраструктуры в прошлом году стали действовать более чем 40 регионов Российской Федерации. Здесь я могу долго отнимать у всех время, но на самом деле, если мы не будем делать нестандартные методы в сфере инноваций, мы достигнем тех стандартов, тех благ для нашего региона. И на самом деле, как Сергей Анатольевич сказал, будет не там 5 страниц. Ну так, вы, конечно, все сказал, а то, представляете, каждый пункт комментировать. На самом деле, все, что было сказано, коллеги, я еще раз подчеркиваю, что те основные позиции, о которых мы сейчас с вами говорим в рамках, так сказать, секций, которые сегодня работали, это, что называется, базисные положения указа, которые я написал вчера. И то, о чем мы сегодня с вами, ну, что называется, договоримся, я предлагаю все-таки сделать дорожную карту.
включить в соответствующий план мероприятий, поставить конкретные сроки, поставить конкретные цифры с точки зрения достижения результата и назначить конкретных ответственных. Вот тогда, условно говоря, у нас будет некий план-график, который будет подвергнут и общественному контролю, и, по сути дела, в качестве реализации будет, ну, что называется, чувствительным. Достигли, не достигли. И что не сделано, и какие проблемы на пути нам, условно говоря, мешали это сделать. И вот в такой только конфигурации и конструкции, мне кажется, можно четко понять, в том ли направлении движемся, что еще по ходу нужно там дочистить, видоизменить, предложить, реконструировать, если хотите. С точки зрения там появится, мне так кажется, не только региональные инициативы внутри региона, но там появится федеральная инициатива. Конечно, мы будем просить наших коллег и на федеральном уровне, и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, в том числе и в ОНФ. Это тоже очень действенный механизм, когда эксперты собираются, и они на самом деле дают правовую оценку, в том числе дают оценку общественную, на самом деле движемся ли мы туда, или так ли мы ведем себя, или те или иные вопросы решаем правильно. Это тоже очень важная такая, знаете, чувствительная, что называется, сфера и обратная связь. И здесь не нужно бояться критики, здесь не нужно бояться, на самом деле, такого жесткого и острого диалога. Каждый, по сути дела, хочет не каких-то личных каврижек себе, а, по сути дела, желание исправить ситуацию в целом, дать ей более динамичное развитие и, по сути дела, знаете, сделать его комфортной средой. И только в комфортной среде, в уровне доверия, повышении уровня доверия мы сможем вам вместе с вами реализовать динамичные планы, которые мы сегодня с вами делаем. Спасибо вам за работу. Закупки и ритейл. Вела ее Галина Анисимовна Лапшина, профессионально поняли. И, честно говоря, говорили тоже много разного. Импортозамещение, фермеры, поставки. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Анатольевич, я тоже, может быть, начну несколько необычно, потому что перечень тех рекомендаций, которые мы выработали в ходе подготовки этого форума, он представлен, но чтобы не сложилось у вас впечатление, что там написаны рекомендации, в адрес министерства, ведомств, правительства, Государственного совета, я скажу так, что начну с того, что вообще-то мы почувствовали, что наш внутренний потенциал, наш предпринимательский, еще использован далеко не полностью. И это тот ресурс, который, наверное, не требует каких-либо дополнительных финансовых ресурсов. Перед тем, как выйти сегодня сюда и встретиться с коллегами на круглом столе, у нас было проведено анкетирование. Анкетирование проведено среди как предприятий сельскохозяйственной отрасли, это фермеры, переработчики, местная промышленность, так и среди предприятий торговли. Несмотря на то, что торговли осталось, кажется, мало, да, места сетевой торговли не осталось, вот это определенные трудности создает не только потребителям, но и всем, кто участвует в этом рынке. Тем не менее, когда я озвучивала одну цифру, я ее уже, наверное, в третий раз, но все-таки озвучу, задала вопрос, как вы думаете, сколько предприятий розничной торговли присутствует в городе Сыктывкаре. Более-менее точно к той цифре, которую я имею, а я ее получила в администрации города, не подошел никто из участников. Я вам скажу, в пределах 800 точек различных, маленьких, очень маленьких, средних предприятий розничной торговли, которые занимаются продажей продовольственных товаров. В городе Сыктывкаре имеется. Наверное, если задействовать быть так, вот, у меня есть предложение. Это передать продовольственную торговлю в Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Вот тогда мы будем за одним столом слушать и, как было написано в анкете, принимать участие в обсуждении проблем и в предложении их решения. Аналогично, такая аналогия в других регионах республики есть, и, возможно, наверное, надо посмотреть. Хотелось бы, я не буду на всех пунктах наших рекомендаций останавливаться, потому что мои коллеги по площадкам, многие из них уже озвучивали и по государственным закупкам, и по финансированию, и по этим, как его. В общем, многие уже были, да, по барьерам, тем более, кстати, в анкете очень много написано, и Игорь Янович, я вам потом анкеты ознакомлю вас с этими анкетами. Есть еще одно предложение. Значит, изучить опыт, я тоже не говорю о том, что он
должен быть принят, но, наверное, и даже отрицательный опыт это тоже о чем-то говорит. Опыт создания торгово-заготовительного союза в Архангельской области. Возможно, такие есть и в других субъектах, потому что нам вот это та площадка, которая нам необходима. И сегодня на круглом столе многие говорили о том, что вот что-то такое создать нужно. Значит, хотелось бы предложить еще раз вернуться к опыту Кировской области. Это тоже мы уже предлагали, и, насколько я знаю, республика изучала это предложение. Это социальная карта. В Кировской области создана такая социальная карта. Суть ее заключается в том, что многодетным, нуждающимся, значит, по определенным категориям выдается социальная карта, на которую бюджет области перечисляет по 1000 рублей. И возможно ее отоварить только на приобретение продукции местных производителей. И не на всех продовольственных магазинах, а только те, кто входит в такую кооперацию. Сегодня один из наших чиновников, который принимал участие в подготовке этого форума, наконец-то ответил так: вы знаете, Галина Анисимовна, пожалуй, я могу поверить, что мы можем объединиться под брендом «Выбирай наше». Вот это уже будет не просто сам бренд, а в реализации его будут принимать участие все, значит, заинтересованные стороны. Кто будет читать это в газетах, еще раз, все и в муниципалитетах, и в региональных органах власти, подумайте хорошо, кто готов возрождать республику. Останьтесь на рабочих местах. Кто не готов, есть 1000 других занятий, есть другие, условно говоря, хобби, идите занимайтесь туда. Никто, условно говоря, вам никаких пока претензий не предъявляет. Но просто вы все взрослые мальчики и девочки, если вы остались, будет просто катастрофически сложная работа. Я подчеркиваю это, чтобы вы знали и готовились. И уже потом сделать себе поблажку и сказать, что я не шмогла или я не шмог, уже вот этих вопросов никто воспринимать не может. Понятно? Поэтому еще раз говорю, вот здесь сидит то сообщество, на которое мы ориентируемся. Вот здесь сидят те люди, которые сегодня не безразлична судьба нашего региона, судьба Кони. Поэтому для них должны сделать все необходимое, чтобы у нас регион процветал. И в наших руках возрождение республики. А уже внутри, как мы это все организуем, это все в наших силах. Поэтому все предложения, еще раз говорю, с глубочайшей степенью проработки, с возможностью их реализовывать лучше в кратчайшие сроки. Вот тогда будет эффект. Отработали, реализовали, отложили, пошли дальше. Степ-бай-степ. Спасибо. Мы подходим к заключительной, с контрольно-надзорными органами, климату в этой части. Павел Иванович, что же получилось? Ну, я не знаю, что такое женское отравление, но мужское ожидание узнал, что такое. Тяжело сказать последнее. Надо ждать. Спасибо. Ну, первое. Дискуссия была уважительной. И присутствующим в дискуссии депутат Государственного Дума, которому я надеюсь, сегодня не слово, сказал, что его поразило качество профессионалов, которые заработали в республике. Высокий профессионализм, знание предмета, спокойствие при подаче вопросов. Это очень мне понравилось. Проблемы, которые были обозначены во время наших мероприятий. Это высокий штраф, прежде всего. То есть сегодня государство делает вроде бы меры поддержки, с одной стороны, но с другой стороны ошибки, которые могут быть как объективные, так и субъективные, получат такие штрафы, что бизнесу легче закрыться, чем работать дальше. Бюджеты республики Коми муниципальных образований дотационные. Но, конечно, легче всего попросить помощь бюджета республики, чем создать рабочие места в малом бизнесе. У меня есть предложение. Глава муниципального образования обращается к главе республики или государственной органы за помощью. Дайте ему ровно столько денег, сколько он заработал от малого бизнеса. Заработал много, получил больше. Заработал меньше, получил меньше. Когда, думаю, глава муниципального образования начнет работать. Недавно я получил электронное письмо. Уважаемый Павел Валентинович, наше предприятие в ближайшее время будет проверено. Можем оказать помощь в реализации проверки. Уже появился бизнес такой. Я поработал на секции административных барьеров. Вот вы сегодня сказали, что негоже, когда поднимаются старые газеты. Я не стал поднимать старые газеты, я поднял старую статистику.
3-4 пункта предприниматели поставили плюсики. И заметьте, ни один пункт не остался без плюса. А все это имеет корни вот такой штучки, которая называется барьер 2006 года. 6-й год, и вопросы, которые там поставлены, на сегодняшний день многие находятся в жизни. Следующий вопрос. Семейное дело. На нашей секции поднимался вопрос, и, уважаемый Сергей Анатольевич, я выхожу с этой инициативы 3-й раз. Первый я обратился к вам 4 ноября 2015 года и получил ответ, что данная инициатива по конкурсу «Семейное дело» подана по форме, не вернули. Я еще раз хочу дать вам положение о конкурсе «Семейное дело». Пожалуйста, не давайте вашим клиентам, потому что не могу. 24 мая в Республике будет проходить форум, который называется «Бизнес-успех». И было бы неплохо, если на следующем форуме было принято решение о проведении конкурса «Семейное дело» с проведением итогов 24 мая этого года. И в завершение. Я написал вам письмо. Уважаемый Сергей Анатольевич, сегодня об этом немало говорили, что корабль, лодка там, и так далее. Я написал письмо. Уважаемый Сергей Анатольевич, мы все в одной лодке, где малый и средний бизнес-гребцы, а вы наш капитан, которому мы, конечно, все доверяем. 24 марта предстоит вам ответственная задача – обозначить курс корабля под названием Республика Коми. Хотелось бы верить в то, что этот курс будет верным и приведет нас к желанному пункту радости, процветания, спокойствия и благополучия. Конечно, на этом нелегком пути нужны шторма и штиги, рифы и мели, но капитан семен своей командой. А у команды малого бизнеса есть сокровенное желание, чтобы в составе нового правительства Республики Коми был или появился высокопрофессиональный вице-премьер с самыми широкими полномочиями и персональной ответственностью за развитие МСБ Республики Коми. Команде гребцов нужен толковый и грамотный боссман. И тогда наша лодка точно придет и начнет по прописке. А для версии курса в условиях туманной экономики хочу подарить вам морской капитанский компас. И, пожалуйста, покупку на ветер всех под килем капитан Габрик об этом нелегком плавании. Спасибо. Очень смотрится хорошо, не только смотрится, должно быть, в принципе, все пущено, да. Будет дорожная карта, будет соответствующий план-график, будут контрольные точки, как у нас в свое время было при реализации олимпийского проекта, когда каждый знал, и как уже Цицин сказал, Константин Юрьевич, который сюда приезжал от фонда, он сказал, что это некий светофорчик. Красный загорел, значит, ты вне игры. Пока еще зеленый, есть предупреждение. Зеленый, ты в теме. Ну и, по сути дела, в борьбе. Поэтому здесь, коллеги, можно разные придумывать формы отчетности. Чем меньше отчетности, больше дела, тем меньше слов, чем больше дела. Вот это, на самом деле, то, для чего мы все здесь сегодня собираемся, для чего мы собираемся решать насущные вопросы. Спасибо за доверие, спасибо за то, что вручили компас. Вот, учитывая, что мы дружим с Северным морским флотом, и это теперь мы, так называемый порт приписки к Северному морскому флоту, я думаю, это очень нужное и важное дело с точки зрения каждых своих действий, сверять с компасом, чтобы точно не потеряться и заблудиться в бушующем море бизнеса. Я хочу искренне вас всех поблагодарить за сегодняшнюю дискуссию. Я могу, да, уже? Или нет, или еще кто-то выступает? Я вижу коллег, у нас, так сказать, сформировалась еще одна секция «Финно-Угорский мир». Пожалуйста. Молодежь так просит слова. Где? Вы представьте, что у нас зал Уважаемые коллеги, Матовый Олег, доцент Тимирязевской сельхозакадемии и фонд Коми творческих предпринимателей в Москве. У нас была заявлена 7-я секция, просто не успели печатать, потому что в последний момент у нас происходит у творческих предпринимателей. Значит, я кратко изложу основные предложения нашей секции «Финно-Угорский дизайн для рынка стартапа». Прежде всего, у нас есть проблема с тем, что ответственность за развитие творческого предпринимательства на водохудожественных промыслах на государственном уровне размазана. В связи с этим у нас предложение, чтобы правительство Республики Коми определило единственный государственный орган в сфере госполитики и нормативно-правового регулирования на водохудожественных
художественных промыслов и ремесел, как составной части экономики и промышленности сейчас размазаны. Поэтому согласованное действие невозможно. Необходимо объединить, чтобы один центр ответственности, потому что идешь в один, там говорят, это не мы, идешь во второй, там тоже не мы. В итоге отрасль хромает. А отрасль народно-художественных промыслов — это наша культура, это наше наследие. И самое главное, собственно говоря, наше отличие от всех других регионов, от их культуры. То есть это то, что нас созидает как субъект, как общность, которая здесь проживает. Отсюда же второе предложение. Сергей Анатольевич, вы в рамках съезда Коминародов сказали, что формируете сейчас активно политику по продвижению продукции Республики Коми на федеральном уровне и далее, на международном уровне. В связи с этим просьба, предложение тоже для правительства Республики Коми рассмотреть возможность взаимодействия с правительством Москвы, поскольку это самый большой город московский, по продвижению коми-продукции, как сельскохозяйственной, так и народно-художественных промыслов, чтобы у нас была какая-то торговая площадка на льготных условиях аренды в Москве. Потому что сейчас вот у нас был магазин, но, к сожалению, пришлось закрыть, потому что самому тяжело это вести дело. Нужна помощь. Постпредственно помогает очень активно. И путешествие Рождество мы там победили в конкурсе благодаря постпредству. И смогли благодаря этому тоже часть денег в республику привезти, но нужна поддержка. Вот, в рамках либо торгового дома Республики Коми, либо какой-то другой площадки. Третий пункт – это то, что на международных и российских ярмарках продукция Республики Коми очень слабо представлена. Вот я был на интермаркете буквально на выходных. Значит, Татарстан, Белгородская область, огромные стенды, да, по 40, по 50, по 100 метров. Стоят у всех там трибунки, стоят казаки, там все рассказывают, раздают визиточки. У нас там 3 бедные девочки с мин арт-культуры, там, Гарри Алфимов, Спуспресса и все. То есть усилить вот как эту работу, профинансировать содействие наших ярмарок, это и Ладья, и Жар-Птица, и Интермаркет, потому что мы плохо представлены. То есть, соответственно, там люди ходят, визитки собирают, потом едут, покупают, узнают. То есть бренды республики стараются усилить, если есть возможность, эту работу. Потом очень большая проблема с помещениями для малого бизнеса, который занимается именно производством вот этих народно-художественных промыслов. Не секрет, что это очень низкорентабельное производство. И в связи с этим реально оборудование практически невозможно купить. Необходимо меры софинансирования. Может быть, на возвратной основе, но с использованием госсредств, которые помогли бы покупать хорошее оборудование, чтобы мы были конкурентоспособны. Хорошее оборудование японское, оно стоит очень дорого, а на российском далеко не увидишь, мы не можем на нем конкурировать. Это, значит, четвертое было. Ну и пятое, давайте закончим на этом. Включить поддержку сельских ремесленников, субъектов малого и среднего предпринимательства под программу развития сельских территорий при вместе Госплана. Потому что на строительство хозяйственных объектов средств поддержки не выделяется. Водопровод, да, помогут провести, а построить как-то не получается. Опять же, еще раз говорю, это очень низкорентабельный бизнес, и нужна конкретная поддержка, может даже адресная. Прошу, еще есть порядка 7 положений, предложение мы их передадим в оргкомитет. Пусть им рассмотреть и оказать содействие творческим предпринимателям, поскольку это наше культурное наследие. Спасибо большое за внимание. Много вопросов. Многие из них были действительно конструктивны, были интересны. И сейчас у вас есть, уважаемые коллеги, возможность задать вопросы Сергею Анатольевичу. Вот так, чтобы мы не растекались по древу, может быть, действительно 5-7 вопросов в тех сегментах, в тех секциях, которые, в общем-то, у нас вели сегодня работу. Пожалуйста, давайте, пожалуйста. Только, может, представляемся, говорим, чем занимаемся, откуда и суть вопроса. Да, сейчас подадут. Пожалуйста. Петр Ситников, инноватор практик. Мое предприятие здесь в этом классе, кстати. Целую страничку занимает. И не секрет, об этом говорят первые лица государства. На сегодняшнем форуме это неоднократно звучало о так называемом ручном управлении. Так получилось в многих отраслей нашего государства. И в связи с этим у меня один такой большой вопрос с двумя маленькими вопросами. Как вы относитесь к идее патронажного сертификата, то есть для того, чтобы молодой инноватор, любой инноватор, который внедряет свою инновационную идею, мог ускорить какие-то административные барьеры, там, пройти,
Ну и второй вопрос тоже с этим связан. Как вы относитесь к идее создания венчурного фонда республиканского для того, чтобы, ну, в том числе помогать, ну, как поступать с инвесторами, например, на ряде федеральных проектов, федеральных фондов? Значит, что касается патронажа над теми, кто начинает, я могу сказать, что поддерживаю эту идею, знаю ее не понаслышке, работая в свое время еще в начале 2000-х годов в Министерстве экономического развития и торговли. Эта идея тогда зарождалась, сейчас она приобретает такой уже достаточно активный процесс, и я могу сказать, что буквально недавно был сам личным участником такого форума, или хотите, такого семинара, где очень успешные бизнесмены, достигшие определенного успеха в тех или иных отраслях, сами заявляются и участвуют в такого рода ярмарках, где они берут этот транш одного и двух начинающих бизнесменов абсолютно, я подчеркиваю, что все понимают, абсолютно на безвозмездной основе проводит соответствующую консультацию. И потом, по сути дела, на определенный период времени, раздавая свои, условно говоря, визитки, отвечает на все вопросы, консультирует. Даже у меня есть информация о тех, кто сегодня достиг определенного уже результата. Я могу привести пример, что у меня знакомые в Москве, которые занимаются бизнесом, очень долгое время не получалось. Брать кредиты, значит, снимать помещения, вроде все замечательно, бизнес-план показывает оглушительный успех, а вот на практике не получается. Некоторые нюансы не учитывали. И вот они пришли на такое мероприятие, на такой семинар, нашли специалиста, который в этой области достаточно качественно и очень успешно развивается. Они с ним проговорили определенные нюансы, и я могу сказать, что через 1,5 месяца у них бизнес просто заработал как сумасшедший. Человек, через Анну Феликсовну, давший предложение по созданию совета при главе. Ну, сейчас у меня вопрос более простой, более такой, наверное, молодежный, наверное, да? Во время обучения многие студенты у нас работают. Работают, ну, как правило, не по специальности, потому что работодатели не готовы принимать на работу, так как не получившие еще профессиональное образование. Да? Соответственно, закончив вуз, получив за это диплом, они уже вынуждены идти искать реально те места по специальности, где их не готовы брать, просто потому что они не имеют опыта. Как вот с этим нам бороться? То есть про предпринимательство мы здесь говорим, что молодежь надо вовлекать, но не все к этому готовы, мы это понимаем, да? То есть есть люди-исполнители, хорошие, качественные, которые должны работать, ну, техническими специалистами, да? Как быть с этим? Как сделать так, чтобы молодых людей брали на работу? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос очень важный и для нас актуальный. Вы знаете, что в рамках соглашений, которые мы подписываем с нашими социальными партнерами, крупными компаниями, мы один из вопросов ставим это привлечение молодых специалистов на работу. Сегодня у нас подписан ряд соглашений, и эти соглашения имеют четкие конкретные цифры. Я могу сказать, что с Лукойлом достигнуто соглашение, у нас в ближайшее время мы вместе с компанией трудоустроим почти 100 человек молодых выпускников. И здесь как раз те вот вопросы, о которых вы говорите, это отсутствие опыта и так далее. Компания понимает, у нее есть образовательный центр, ресурсный центр, который конкретно будет в том числе помогать быстро набирать квалификацию и в процессе работы получать дополнительные навыки. Здравствуйте, меня зовут Светлана Турова, творческая мастерская «Юта». Мы занимаемся изготовлением изделий с коми-орнаментами. Дело в том, что мы вложили свои деньги и в оборудование. Нас, конечно, поддерживают, мы получили грант. Благодаря поддержке Кировского района получили участок на строительство. Но есть такая проблема, которую озвучил Олег Моторин. У нас отрасль ремесленничества не относится ни к одному ведомству. За нас никто не хочет отвечать, никто не хочет браться конкретно за курирование данного направления. Я прошу вас, Сергей Анатольевич, организовать, может быть, открытое совещание по данной проблеме. Потому что это культурное наследие, это местные производства, это в том числе и развитие местного туризма. Просто возьмите и закрепите нас за каким-то ведомством. Мы готовы работать и создавать рабочие места. Ну, если никто вас брать не хочет, значит я вас возьму. Я вам буду делать помощник для реализации всех ваших выступлений. Вас так устраивает? Да. Спасибо, договорились. Спасибо. Это результат, да. Коллеги, я вот... Так, давайте, вы знаете, как вот кто-то у нас. Давайте, пожалуйста,
Сейчас мы перенесемся на этот план. Добрый день, сам Олег Пикетов, председатель молодежного парламента Республики Коми. Сергей Анатольевич, у нас такая ситуация в регионе, регион национальный, молодежи мало. Молодежный парламент сейчас обращает внимание на именно работу с работающей молодежью. То есть у нас по привлечению студентов обратно в район, поднимать район. У нас очень многие стремятся закончить вуз, найдя себя здесь, в Сыктывкаре, в регионе, уехать куда-нибудь. И вот молодежный парламент сейчас инициировал такую серию межмуниципальных совещаний, где мы собираем предложения от муниципалитетов о том, что может каждый муниципалитет предложить тому будущему поколению, которое приедет в район. К сожалению, не все готовы к конструктивной работе. Просим от вас содействия в этом вопросе. Не все муниципалитеты готовы предлагать молодежи приезжать и понимать, что есть стандартные предложения, там, участок земли, 130 кубов на корню. Ну что-то кроме этого должно быть. Вот, мы хотим, я чувствую, у нас получится. Я думаю, что безусловно получится, просто я хотел бы вас попросить сформулировать, а что же хочет молодежь в результате? На что мы должны делать свой упор, понимаете? Потому что мы сейчас вот вроде как инициируем одно, второе, третье, пятое, десятое. И что бы мы ни предлагали, молодежь, что сидит, думает, то, по сути дела, как-то не реагирует, либо вяло реагирует. Нет, у нас давайте сделаем так, да? Дорогу с двусторонним движением. Вот мы правила сейчас примем, будут определенные правила, по которым на этой дороге будут ездить в одну и в другую сторону. Вот для того, чтобы была качественная реакция, я понимал, где в каком вопросе, кто как качественно не реагирует, значит, вот для того мне нужно ваше предложение. Вот молодежь желает на сегодняшний день, чтобы в республике было раз, два, три, и вот здесь подошел, мне передал список, я не буду его зачитывать, видите, здесь 34 пункта. Значит, внимание со стороны отсутствует муниципальных властей, беспредел, не принимают чиновники городской администрации, недостаток поддержки со стороны местных органов, неадекватность отношений к малому бизнесу, низкая помощь МВД, администрация, создание, коррупция, безразличие, отсутствие санэпидемных норм, безграмотность властей, плохая работа, государство не влияет, правоохранительные органы не реагируют. Понимаете, вот, по крайней мере, есть с чем работать. Да? Вот. А потом говорить, что я тоже, видать, не реагирую, потому что передал мне вопрос, связанный с организацией конкурса «Семейный бизнес», а ему кто-то что-то ответил, не ответил, точно знаю, потому что не отвечал. Но вот результатом должен быть вот некий такой конкурс, как вот по семейному бизнесу обязательно будет конкурс, я вам обещаю, чтобы ни у кого не было сомнений, что я не реагирую, либо там не хочу это дело рассматривать. Поэтому для того, чтобы мы с вами зашли в какую-то конструктивную фазу, в диалог, вот такой перечень, пожалуйста, сформулируйте в рамках молодежного парламента. Дайте мне, чтобы я это, по сути дела, поставил на контроль, а дальше мы просто возьмем, соберемся однажды и просто скажем, а на самом деле нам удалось или не удалось, или что-то нам помешало. Ладно? Я вот, собственно, про это и хотел сказать. Молодежь хочет работать, и такой список есть. Просто через ваше дело обращения, к сожалению, не пробиться. Опять. Слушайте, это уже какая-то панацея становится. Вот предупреждаю всех, кто реагирует на обращение в мой адрес. Вот если не будет сегодня в течение вот только того времени, когда зайдет обращение в администрацию у меня на столе, вот я просто отдаю всем указания. Значит, не выполните, значит, уволю всех. Просто уволю, кто занимается вопросами реагирования на обращения разных предпринимателей всех стран. Ребята, правда, это не шутка. Я уже сегодня неоднократно об этом говорил. Я хочу вас уверить в том, что это не моя инициатива. Если кто мне напишет, условно говоря, там, или ко мне обращается, вы видите, я реагирую на всех, абсолютно со всеми готов переговорить, готов отреагировать на ваши просьбы и предложения. Но еще раз говорю, если администрация или кто-то из чиновников будет создавать искусственные препоны, чтобы я не мог услышать то, что мне хотят донести, еще раз говорю, таких сотрудников администрации не будет, просто имейте в виду. Хоть дайте микрофон. Добрый день. Вишневецкая Людмила, организатор клуба НИК, Национальный интеллектуальный культурно-просветительский клуб. Мы в прошлом году изучали целый год книгу «Мораль 21 века». Я считаю, что в этой книге ответы на очень многие вопросы. Почему? Потому что в сложное
какое-то время у нас в стране, когда создавался моральный кодекс строителя коммунизма, да, он сыграл свою роль. И вот сейчас мораль 21 века, эта книга, она поможет нам решить очень много вопросов в корне. То есть с фундамента надо начинать. А фундамент такой, что у нас очень у многих аморальное поведение самого разного уровня. И отсюда все проблемы, начиная, снизу до верху. Я предлагаю, подождите, обсудить всем. Вам я написала письмо еще до 2016 года написала, но до сих пор нет реакции. Мы так получилось. В общем, предлагаю всем найти в интернете строку «Мораль 21 века», посмотреть видео, в том числе и «Искушение цивилизации», и начать самосовершенствоваться всем, от мала до велика, от семей до родов. Спасибо. Спасибо. Конечно, после такого национального выступления сложно устроить. Сергей Анатольевич, союз промышленников, Урыл Владимирович. Очень немножко незаслуженно, хотя на панели мы рабочие обсуждали, забыта тема нашего лесного хозяйства. Все то, что те предложения, которые мы в течение определенного долгого времени обсуждали на рабочей площадке, любезно предоставленной после этого, очень много было специалистов, которые вывели на эту проблему. Я не буду, все это есть на бумаге у вас, прощения вам. Единственное, что хочу сказать, вот самый простой вопрос по весу. В течение последнего времени, и особенно в 2015 году, и уже, собственно, в 2016, заготовители заготавливают лес. Это имеется в виду и деловая древесина, и баланс в том числе. Значит, малым бизнесом заготавливается где-то приблизительно 1,5 миллиона кубов. Но самое интересное, что эти 1,5 миллиона кубов переработать невозможно. Это вопросы экологии, отходов, люди не знают, что с ним делать, остаются в лесу и так далее. Вопрос один, и очень важный. Я считаю, что с вашей поддержкой, с вашей помощью это можно решить очень просто. Что планируется предпринять, уже будем говорить после ваших высказываний, новому правительству, нового состава, да, по стимулированию развития производства переработки древесины. У нас не хватает катастрофически перерабатывающих производств. Это очень важно. Спасибо. Спасибо, да. Есть такая проблема. На самом деле мы достаточно активно эту тему не только обсуждаем, но сегодня находим пути решения, в том числе то, о чем вы говорите, работаем с крупными переработчиками, с тем, чтобы и ценовая политика, и условия контрактные были достаточно, что называется, комфортными для тех, кто непосредственно находится в этом сегменте. Здесь еще очень важная история объединения усилий, тех, о которых вы говорите, теми, кто непосредственно их желает реализовать. Потому что я могу привести пример. Значит, я провожу переговоры с крупными переработчиками, с крупными компаниями. Мы собираемся, находим консенсус, вроде бы достигаем результата. Тут же присутствуют люди, которые занимаются не столь крупным бизнесом, может сказать, средним, малым в этой сфере. Возникает ситуация, значит, все договорились, уходят. Дальше происходит следующее. Крупный бизнес начинает просто, что называется, поддушивать. И тот, кто менее стойкий, быстренько побежал, на тех же условиях подписал соглашение. Задаю вопрос, как же так? То, что мы с вами обсудили, договорились, ну как-то это же единая позиция. Вот, ребят, если вы не объединяетесь, не добиваетесь результата совместными усилиями, а потом, после того, как мы с вами договорились, вы каждый считаете, что у вас нет обязательств перед тем сообществом, которое, в общем-то, услышало ваши гарантии и обязательства, и вы бежите каждый зарабатывать себе на хлеб насущный, ну, коллеги, таким вот макаром не добьемся результата. Или мы тогда то, что приняли с вами, вот безукоризненно выполняем, и ни шага в сторону, либо, извините, тогда вот эти все вопросы, о которых здесь мы с вами договоримся, они выеденного яйца не стоят. Вот моя позиция такая, если договорились, вот ни шагу назад и в сторону, а вот только так реализуем эту задачу в этой среде. И пошли
на определенные, может быть, даже риски, на определенные сложности, проблемы. Мы их должны оценить, но должны четко принять правила игры и уже, если договорились, идти и вот этим хеситейтом не заниматься, понимаете? У нас есть товарищи, которые этим занимаются, мы их все хорошо знаем. Спасибо. Спасибо огромное. И еще один вопрос. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Погромче просто говорите. Меня зовут Анна Светлана Васильевна, я фермер, сельхозпроизводитель молочной продукции. У меня 2 фермы. Одна козья ферма в селе Выхерцы, другая по крупному урожайному скоту в Кальфировском районе. У меня очень небольшая просьба к вам. Мне нечем заготавливать кормовую базу для большого количества животных. Мне нужен комплект техники сельскохозяйственной. Я уже 3 года хожу и прошу этот комплект у администрации города Сыктывкара, у министра сельского хозяйства, подходила уже к администрации Сыктывкарского района, так как есть выделены эти комплекты сельхозтехники, муниципальные районы, где она неэффективно используется. А для моего предприятия она просто необходима, потому что у меня нет такой возможности купить весь комплект для заготовки кормовой базы. Понятно, у вас министр пока Будкин, пока еще министр. Вот ответьте на вопрос. Я уже подходила за этим вопросом. Нет, вы дайте микрофон, пусть он ответит на вопрос. Микрофон передайте и говорите. Пусть ответит на вопрос, как он собирается в перспективе развивать сельское хозяйство. И заодно мы с вами решим, стоит ему дальше работать министром сельского хозяйства или нет. Спасибо за вопрос. Один комплект техники у нас в этом году будет приобретен за бюджетные деньги. Стоимость его 3,5 миллиона рублей. В нем 9 единиц техники, в том числе техника для заготовки кормов. В данный момент принимается решение, кому эта техника будет выделена. Не угадал. Значит, я вам хочу сказать, я понимаю, все ваши, можете присаживаться. Значит, все ваши опасения, которые на сегодняшний день есть, значит, мы сейчас принципиально рассмотрим в рамках подготовки к весенне-полевым работам с точки зрения вообще создания всех необходимых условий, чтобы у нас условия в перспективе больше не менялись, а были стабильные, и те, кто занимается этим вопросом, имели все необходимые средства и ресурсы для реализации дальнейшей своей деятельности. Понятно? Спасибо. Галерка еще у нас вопрос не задавал. Микрофон, пожалуйста. Добрый день, Министр Вячеславович. Представляю нефтяную отрасль Кировского района. А можно погромче, а то вас известно не слышно. Я бы очень хотел. Так лучше слышно? Кировский район представляет нефтяную отрасль. На сегодняшний момент у нас нет понимания, что нам делать с отходами лесопиления. С одной стороны, мы в тисках на сегодняшний момент, потому что, с одной стороны, фискальные органы имеют законное право нас штрафовать, да? С другой стороны, мы не понимаем, куда надевать отходы лесопиления. Что нам с этим делать? То есть у меня есть предложение на этот момент. Смотрел практику в России, оставить модульные котельные на отходах лесопиления. У нас как раз в Кировске очень дорогое отопление в частных домах. Допустим, на самом деле у меня работников частный дом, да, не по 9 тысяч в месяц платят за отопление, а мы ходим по бесплатному топливу. Мы просто его сбиваем. Есть ли возможность поставить модульные блочные котельные? Понятно. Вопрос понятен. Да. Спасибо, понятно. Значит, просто 2 момента. Значит, здесь Гринченко, у вас здесь? Значит, вот он не даст соврать. Значит, в конце прошлого года он пришел ко мне с предложением. Давай, говорит, профинансируем. Здесь там есть определенный заинтересант, будем делать соответствующую переработку вот этих отходов. Я задаю вопрос, сколько нужно? Ну, я не помню, 50 миллионов, да, ты называл? Василий Иванович, 50 миллионов называл, да? Ну, ставь, скажи, 50 миллионов. Значит, сели. Я ему задаю вопрос, а сколько у тебя потребителей реально сегодня дров в районе?
Он говорит, ну, примерно 8 тысяч человек. Я говорю, а как вы обеспечиваете? Он говорит, так как, вот едет там грузовик, свалил и уехал. Я говорю, а нельзя вот как-то аккуратнее это делать? Значит, сегодня есть все необходимые условия для того, чтобы те, кто заготавливает, они возили на переработку. Есть те, кто реально может на этом сделать бизнес. Вот я вам просто приведу, я взял ручку, положил бумажку, я все-таки по образованию, в том числе экономист, значит, и начал ему рисовать бизнес-проект. Знаете, какая доходность, по сути дела, если привлечь инвестора и реализовать эту задачу? Уже не надо будет ни угля, ни мазута, ничего. Я могу сказать, что 3 раза окупается за 1 год, 3 раза соответствующий проект. Не хотите? Рассчитайте, проверьте. Я вам могу доказать сейчас любому на бумажке. Поэтому здесь вопрос, не просто, вот давайте мы купим, давайте мы поставим, а давайте мы уйдем, отдавайте. Давайте мы сами начнем думать, давайте мы начнем сами эти идеи, так сказать, генерировать, а дальше приходить за механизмами реализации. Мы же не против, если кто-то придет и в рамках частного государственного партнерства скажет, ставлю 5 котлов. Вот у меня есть база переработки, сейчас поставлю соответствующую дробилку, тлеющий котел и буду обеспечивать. Вопросов нет. Более того, я вам больше хочу сказать, в инвестпрограммах на перевооружение деньги есть на это. Хоть и не все платят тарифы, хоть и не все платят коммунальные услуги, но тем не менее. Поэтому, коллеги, еще раз говорю, вот это как раз эффект, связанный со всеми теми нюансами, о которых мы с вами говорили. Энергоэффективность, энергосбережение, переход на наши ресурсы, которыми мы, кстати, очень богаты и очень качественно рассчитаны их вовлечение в хозяйственный оборот. А так, конечно, там очень все просто. Я не буду называть наших партнеров, которые этим занимаются. Вывезли с делянки, выбросили возле дома старушки, и потом она еще деньги должна кого-то найти, попилить ей дрова, сложить эти дрова, потом как порох горят. Мы все же понимаем, о чем говорим. Поэтому вот здесь тоже рассчитанное отношение руководителей администрации района крайне важно с точки зрения создания условий. Если условия это можно создавать, извините за уже не обязательно финансовыми вливаниями, а заинтересованностью в реализации этих проектов. Вот поэтому здесь, еще раз говорю, Василий Анатольевич, вот ты ответственный за этот проект. Вот принципиально на тебя ложится все бремя ответственности. Вот предприниматель, вот берешь его за руку и делаешь все так, чтобы у него бизнес просто шуровал в Карткирусском районе. Понятно? Ну так. Меня зовут Ирина Шифер, я певица и предприниматель, и у меня такие 2 вопроса к вам. Я как занимаюсь музыкой, я пишу песни о России, я продвигаю Россию как бренд. Ну, у меня такая вот идея, продвигать ее на международном уровне. И пишу и пою эти песни. И когда я стала искать музыкантов, я поняла, что наша молодежь, очень многие, они даже думают на английском языке. Если сейчас посмотреть программу «Голос», то 2/3 песен, которые там поются, они поются не на русском языке, на Первом канале. Это первое. А мой принцип — это петь песни именно русские, на русском языке. Я не говорю, что сплошь только такие песни должны быть. Но когда-то, в моем детстве, я помню, мы учили такие песни, которые они поднимали, ну, духовность и нравственность в России, в нашей стране, то есть патриотизм. Как вы к этому относитесь? И мне нужна в этом помощь, поддержка, поскольку вот я сейчас только что приехала из Москвы, я выступала там со своими песнями, но этот проект финансировался Германией. Вот. И в связи с этим второй вопрос. В 2006 году я была в Германии, в Мюнхене и в Дрездене на международном проекте для одаренных творческих молодых людей. Среди моих коллег, которые со мной были, в России остались половина. Остальные все, кто в Америке, кто в Германии сейчас, они уехали. То есть сегодня поднимался вопрос о том, что уезжают из Коми и не хотят возвращаться в деревню. А вот более серьезная ситуация, наши умы, то есть золотая молодежь в плане мозгов, а не в плане денег, они утекают за рубеж, и они работают там, они открывают там бизнес. Те люди, с которыми я была 10 лет назад на этом форуме, они открыли бизнес. Можно вопрос? Есть ли какая-то программа, или каким-то образом вы будете разрабатывать программу по возвращению вот этих людей? Или хотя бы потому, чтобы они не уезжали, чтобы какие-то создать условия для таких людей, потому что теперь это лучшие врачи в Германии, в Берлине, вот такая клиника Шарите. Я все понял. Спасибо. Я вам отвечаю. Только этим и занимаюсь. У вас весь
Коллеги, на этом мы заканчиваем. Лучше в микрофон, все услышат. Уважаемый Сергей Анатольевич, я ничего не хочу требовать от вас. Я хочу только вам предложить новые, очень перспективные технологии развития республики. Я больше 15 лет занимаюсь внедрением новых технологий, которые работают в других областях России больше 10-15 лет. Но у нас в республике... Какого типа, может, поясните? Я дойду до этого. Я имею в виду, они работают больше 10-15 лет. У нас в республике их нет, их нигде не внедрили. Я, чтобы много времени не занимать, разработал 18 программ, самых перспективных, малозатратных, для того, чтобы поднять республику. И я предлагаю следующее. Это программы в области новой строительной индустрии. Так как у нас многие люди строятся, большое строительство, а все материалы и все завозится. Я предлагаю мини-передвижные заводы в районах, непосредственно, которые обеспечат местное строительство, муниципалитеты. И предлагаю вот эти новые технологии, которые малозатратные, не надо больших миллионов там и так дальше. Я также предлагаю Министерству сельского хозяйства, которое до сих пор, я к ним обращался, кому только каким министром я не обращался, их три человека я прошел, и толку никакого. Я просто обращаюсь к вам, последняя инстанция, что я могу внедрить технологии, то есть всю кормовую базу республики поднять. Для этого у меня разработали программы, они реальные, они работают в Татарстане, в Чувашии, они работают в Башкирии, в Белгородской области, только у нас. Их нет и не работают. И никто, самое главное, не хочет их внедрять, вообще слышать даже не хотят. Я хотел бы третью программу раскрутить. Это новые программы, это, значит, вот то, что вы сказали только что недавно, что вы с кем-то заключили договор на 9 миллиардов рублей, то есть развитие тепличных хозяйств. Но я хочу предложить, и она работает, эта технология, сделать автономные эти тепличные хозяйства. То есть стоимость продукции, которая будет выпускаться, не будет ложиться в этих теплицах. Тепло, электроэнергия, дальше вся эта гидропоника и так дальше. Будут автономные, то есть будет все свое полностью. Это удешевит экологически чистую продукцию. Потому что она дорогая у нас только из одного, что у нас топят, светят и так дальше, и так дальше. И у нас 1 килограмм огурца какого-то стоит чуть ли 300 рублей. Это неподъемные деньги для населения. И последнее. Давайте раскрутим новые технологии, которые тоже работают. Это беззамкнутые системы. Я не буду вам расшифровки давать, только на личном приеме с вами. Я все вам экономически раскручу, покажу реальные доходы, расходы. Сейчас я самостоятельно внедрил 4 технологии, несмотря на то, что я прошел 3 района, даже 4, плюс город Сыктывкар, то есть все администрации, плюс 4 министерства, нигде не поддержали, никто ничего не знает. Вот это самое опасное, когда приходишь к человеку, объясняешь, что это работает 10 лет, а он говорит, а неужели это можно внедрить? Да можно, конечно, внедрить. Другие областя внедрили и работают, а мы как неучи какие-то. И последнее, я хочу лично попросить вас, если у вас будет время, принять меня со всеми этими программами. Я вам гарантирую, что вы увидите, как мы сможем открыть новые рабочие места, мы сможем районы обеспечить, мы очень много чего сможем.
вот это будет действительно поднятие республики. Не говорение какая-то, а реальные производства, которые новые отрасли, которых нет в республике. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Первое, что хотел попросить, вы мне инвесторов не отпугивайте, ладно? А то так вот разбегутся все, я их тут начал собирать. Второе, конечно, то, что вы предлагаете, интересно, давайте обсудим и ознакомимся с вашим предложением. Если это дает такой мультипликативный эффект с точки зрения, так сказать, развития сельского хозяйства, почему нет? Если вы дадите конкретные предложения, плюс соответствующий опыт, где это применяется, и какой социально-экономический эффект, ну, значит, я поговорю с теми коллегами, которые вас не совсем поняли. Тогда итоги. У нас выступили модераторы, показали нам весь пласт работы, который мы провели сегодня. Все это, конечно, вкупе с теми наработками, которые были в течение месяца. Вопрос. Вопрос это важно. Подготовлено. Не пойдешь мимо. Добрый день. Меня зовут Жукова Валентина. У меня вопрос касается молодежного правительства. Все хотят делать карьеру. Нет, вопрос по организации. Касается того, что мы уже сказали, что главный наш ресурс – это люди. И сейчас вопрос по отбору людей именно в молодежное правительство. Меня удивляет, что были созданы такие, знаете, странные условия отбора. Конкретно, почему только студенты 4 вузов? Но сейчас рамки были расширены. Как вас зовут? Валентина. Валя, я уже все эти поручения дал. Я знаю эту проблематику, которую столкнулись при отборе и формировании молодежного правительства. Все, что сейчас вы скажете, это уже в проработке. Но для того, чтобы вы не тратили время, вы мне записочку дайте, а я просто сверю, правильно я дал указание или нет. Если нет, скорректирую. Договорились? Просто нет, я видела, хорошо? Сейчас. Договорились? Хорошо, просто договорились. Спасибо. Такого поворота не ожидал. Коллеги, спасибо огромное. Подводим итоги. Модераторы выступили, показали свою работу. Масса предложений появилась у нас сегодня. Все это, конечно, в купе будет, попадет в результативную часть. Мы, я думаю, скоро ее увидим на портале, который фактически рассказывал об нашем большом форуме. Были даны комментарии Сергея Анатольевича. Были вопросы из зала, конструктивные, интересные, абсолютно разные. Такой не подготовишь и не срежиссируешь. Люди хотели знать то, что хотели знать. Ну, надо подводить итоги. Сергей Анатольевич, пожалуйста, ваше слово по всему сегодняшнему мероприятию. Коллеги, я очень рад, на самом деле, что сегодня, как говорится, в песне собрались. Сегодня действительно была острая дискуссия. Я просто прошу прощения, что возникают такие факты, когда ко мне не могут попасть, не могут соответствующим образом передать обращение. Считаю, что сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы были достаточно ресурсов обратной связи, чтобы вы могли, по сути дела, каждое свое предложение, свое обращение по существу, даже при душе, конструктивная там, и неконструктивная критика, чтобы все это, по сути дела, было доведено, и я, в частности, не говоря уже о тех, кто должен этим непосредственно владеть, знал текущую ситуацию и что происходит в той или иной отрасли. Хочу поблагодарить за то, что вы сдерживались, я это видел, от очень жесткой критики в многих направлениях работы. Хочу вас поблагодарить, что я был именно тем лицом, которому вы все накидали, что не стеснялись в выражениях, тоже правда, и очень здорово. Хочу сказать, что все-таки тут говорили, что у нас нет культуры, что надо ее повышать, есть культура, и я это заметил, потому что, еще раз говорю, те наболевшие, внутри, когда, знаете, с содроганием хочется прийти, иногда же в морду плюнуть, вот, вы все-таки достаточно деликатно их озвучивали, для меня это очень, что называется, большой аванс. Хочу еще сказать о том, что наша работа в таком формате будет продолжена. Я считаю, что это важный и очень качественный формат общения, просто даже посмотреть друг другу в глаза. И если человеку нечего стыдиться и нечего скрывать, он будет рад прийти и поделиться теми наработками, инновациями, которые у него есть, и теми результатами, которые он достиг. И те, кто желает воспринять эти инновации, он тоже будет приходить, но может быть делиться немножко другими своими ощущениями в других отраслях или в других направлениях. Тем самым качественно создадим среду, которая, по сути дела, переваривает, которая выдает номера и которая, по большому счету, является формирующим кадром
вот таким, знаете, как говорится, стоп-кадром 25-м зафиксировали, начали работать. И больше, условно говоря, никакие другие проволочки уже не должны быть. Поэтому с вашей помощью я хотел бы заняться качественным вопросом возрождения региона. И вы те необходимые ресурсы, которые нам в первую очередь нужны в регионе. Люди, которые живут, которые хотят развиваться, которые хотят жить в регионе, которые патриотично настроены и которые, насколько я понял, отдадут все, чтобы регион жил, развивался и процветал. Огромное вам спасибо и нам совместных успехов.